Доброе утро, уважаемые телезрители! Я хотела бы вас познакомить с новым выпуском журнала «Магариф». Кто, если не мы? Кто, если не директора школы и учителя, внесут предложения по улучшению системы образования в нашей стране? Недалеко от Казани, на правом берегу Волги, располагается живописный Верхнеуслонский район. Среди учебных заведений самым крутым здесь является лицей «Иннополис» для одаренных детей. С ним состязаться крайне тяжело, как по европейскому качеству обучения, так и оборудованию, считает руководитель управления образования Вилен Касимов. В рейтинге успешных школ второе и третье места занимают Матюшинская школа и Татарско-Бурнашевская школа. Самая острая проблема для образовательной системы сегодня – это хромая демография. Молодые учителя, получив высшее образование в Казани, не торопятся, к сожалению, возвращаться на свою малую родину. Долгие годы, говорит директор одной из школ Сергей Бочков, в республике успешно работала программа поддержки молодых семей, которым помогали строить собственные дома. Нужно вернуться к этому методу стимулирования. На правительственном уровне также необходимо пересмотреть условия получения грантов, а их периодичность сократить до 3 лет. Директор Матюшинской школы Ильдус Шарафиев предлагает Министерству сельского хозяйства Татарстана выделять гранты не только фермерским хозяйствам, но и сельским школам на обучение и техническое оснащение учебных центров, которые готовят специалистов для сельхозпредприятий. Эта мера позволит сохранить большинство сельских школ в районах Татарстана. Существует стандартов УГОС. Однако сегодня в учебный процесс школ, имеющих аграрное направление, необходимо дополнительно включить основы животноводства, сельскохозяйственной техники, агрономии. Как мы узнали, этот вопрос сдвинулся с мертвой точки в Якутии и на Дальнем Востоке. Назрел вопрос о создании школ-интернатов, в которых могут воспитываться дети из неблагополучных семей. Как говорит Марина Бочкова, интернат может сохранить не только сельские школы, но и в какой-то степени спасти наше общество от серьезных проблем в будущем. Эта проблема очень сильно обострилась в период пандемии. По словам руководителя управления образования Апастовского района Алсу Хайруллиной, прежде чем спрашивать что-либо с педагогов, необходимо создать современные условия. В результате здесь при поддержке республиканского руководства за короткий период был проведен капитальный ремонт в некоторых школах и детсадах. Для меня стало открытием, что в Апастовском районе педагоги протестировали дистанционное обучение еще 10 лет назад из-за банальной проблемы отсутствия дороги до деревни. К счастью, это время вспоминают с улыбкой. И неудивительно, сегодня несколько сот учеников присоединились к образовательному порталу Я-класс. Эту систему полюбили как ученики, так и учителя, которым эта система позволила существенно сократить время на проверку домашних работ. Опыт, полученный во время дистанса, показал, что дети, которые не хотят учиться, не смогут усвоить материал и выпадут из образовательного процесса. Сегодня у учащихся есть возможность получить дополнительное образование по всем предметам, кроме татарского языка. Мы вместе с Раилем Гатауллиным, основателем фонда Татнет, попытались разобраться и в этом вопросе. И, наконец, в журнале «Магариф» вы найдете список 30 победителей, которые прошли по итогам первого этапа конкурсного отбора конкурса «Ауыл Уктушисы» «Сельский учитель». Лучшие эссе опубликованы в рубрике «Успешный учитель». С приходом осени приходит время не только сбора урожая. В этом году экспертами конкурса «Зеленая колыбель» были отобраны лучшие 54 работы по таким предметам, как экология, биология, география, окружающий мир и другие. Профессор Казанского федерального университета, доктор педагогических наук Ильгизар Тимиргалиевич Кайсин представляет полный анализ представленных работ. И в заключение мы вместе с директором Болгорского музея-заповедника Рамилем Зиганшиным приглашаем покататься на электромобилях по Болгорскому музею-заповеднику. Спасибо за внимание.